Следующий грех, время есть, да? Это грех казфуль мухсанат. Мухсанат. Хоть тут и говорится мухсанат, женщины, целомудренные. Обвинение целомудренных женщин. Обвинение в чем? Обвинение в зина, да. Хоть тут про женщин и говорится, но и в аятах также про женщин говорится, но имеется в виду тут также и мужчины, а Аллах Субханаху ва Тааля упомянул женщин, потому что в большинстве случаев именно они обвиняются. В большинстве случаев именно женщины обвиняются, поэтому именно они были упомянуты в Коране. «Инна аллазина ярмуна аль-мухсанати, гафилати, му'минати, лю'ину фид дунья валь ахира, валахум азабун азим». Поистине те, кто кидают в целомудренных гафилят, те, которые не думают даже о зина, верующих, кидают обвинения, лю'ину фид дунья валь ахира, будут прокляты дунья в этом мире и в ахирате. Валяхум азабун азим, им будет суровое, им будет большое, великое наказание. Сура Нур, 23 аят. «Валлазина ярмуна аль-мухсанати», те, которые кидают обвинения, именно Аллах Субхану ва Тааля назвал кидают обвинением, потому что это тяжелое слово. «Сумма лям я'ту би арбаати шухада», потом не приведут, после того, как обвинили кого-то, сказали прелюбодейка, сказали зина, сказали какое-то еще там, бывает матершинное слово используют. «Сумма лям я'ту би арбаати шухада», потом не привели после этого 4 свидетелей, доказывая свои слова. «Фаджлидухум саманина джальда», накажите их 80 плетями. Накажите их 80 плетями. Помните, в наказание пьющего человека, опьяневшего человека, кто выпил хамр, мы сказали, что во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не было установлено определенное количество. И что было так, что даже 40 плетей было. А потом сподвижники уже подняли до 80. Почему? Потому что пьяный человек, когда выпил, на то он и хамр называется, то, что покрывает разум, не дает человеку разумно думать, разумно что-либо делать. Человек делает то, что никогда бы не сделал, и может сказать то, что никогда не сказал бы. И поэтому от пьяных людей обычно и исходит вот это обвинение в чем? Зина, да. Называют там плохими словами женщин. И поэтому сподвижники, если большинство времени они так делают, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не установил определенное количество, они сказали, давайте будем что делать? Увеличим до 80 и будем наказывать 80 плетями тот, кто выпил хамр. Потому что от него тоже может это обвинение выйти. И в большинстве случаев выходит вот это обвинение. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул: «Иджтанибу саб'а аль-мубикат», остерегайтесь, сторонитесь 7 смертных грехов, то есть 7 грехов, которые приводят к погибели. «Фазакара минхаль казваль мухсанат», и упомянул среди этих 7 обвинения целомудренных женщин. То есть, которые не знают, что они, неизвестно, что они совершили зина. И потом автор, после того, как упомянул этот аят,
привел общие хадисы и аяты, на что, чтобы человек вообще остерегался что-либо говорить в отношении других людей. То есть, если этот аят, он говорит, даже и был сказан насчет зина, совершения зина, прелюбодеяния, то человек вообще в общем должен остерегаться того, что он говорит, обращать внимание на то, что он говорит. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-муслиму ман салим аль-муслимуна мин лисянихи ва ядихи». Мусульманин это тот, в безопасности от языка и руки которого находятся мусульмане. То есть мусульмане не видят вреда от его руки и не видят вреда от его языка. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда начал упоминать одному человеку: вот такое благое деяние есть, такое деяние благое есть, такое благое деяние есть. И если ты вообще ничего не можешь сделать, то благим деянием, садакой, от тебя будет то, что ты будешь удерживать свое зло по отношению к другим людям. То есть не будешь совершать зло другим людям. И это будет садака от тебя, сказал. Если ты вообще ничего не можешь сделать, не можешь помочь другому человеку, не можешь сделать хорошее что-либо, и он вот это примеры привел очень много, то хотя бы что? Не причиняй вред языком, рукой. И это будет садака от тебя. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Муазу: «Thaqilатка уммук», да потеряет тебя твоя мать. То есть такое выражение, когда ругают, было, а не то, что это не как дуга. Дуга тугалу. Они югалсын деген сөз. Дуга формасында етілсе де, в форме дуга, если даже сказано, но это не дуга, а как ругание. Когда Муаз спросил: разве мы будем отвечать за то, что мы говорим? Он сказал: «Вахаль якуббу насу аля манахирихим яум аль-киямати илля хасаиду аль-синатихим. Вахаль якуббу наса аля манахирихим яум аль-киямати илля хасаиду аль-синатихим». И разве людей не ввергнут в судный день ничком, да, аля манахирихим, на их носы, кроме как плоды их языков. То есть плоды языков будут причиной того, что в судный день ничком об землю перевернув, их поволокут в огонь и кинут туда. То есть какое унижение также? Потому что лицо это является самым почтенным частью человека, и поэтому саждя мы опускаем перед Аллахом это место, показывая свое смирение, показывая свое унижение перед Аллахом, показывая свое вот это ничтожество, то, что даже свое вот это самое, что? Шарафатле. Самое почетное место мы опускаем перед Аллахом, полную покорность свою показываем. А нас в судный день что сделает? Аллах согласен, конечно, не нас будем. Да, вот этих людей за причины того, что они говорили, перевернув их на их носы, перевернув их на их лица, поволокут в огонь плоды их языков. Аллах Субханаху ва Тааля также устрашая сказал: «Валлазина ю'зуна аль-му'минина валь-му'минати бигайри мактасабу». Те, которые наносят вред, причиняют вред верующим мужчинам и верующим женщинам, бигайри мактасабу, причиняют вред, то есть обвиняют их, обзывают как-то, называют то, что говорят, что они совершили какой-то грех, но при этом мактасабу, говорят это тем, кто не совершил этот грех. Или он, опираясь на слухи какие-то сказал, или он, опираясь на сомнения свои, или он может что-то неправильно понять, и он уже спешит делать что? Вывод, и обвиняет его. «Факад ихтамалю бухтанан ва исман мубина», то они взвалили на себя. Взвалили, назвал Аллах Тааля. Бухтана. Бухтан это что?
клевету. Ва исмам мубина, и открытый грех, явный грех. Явным грехом назвал Аллах субхану ва тааля. В суре Ахзаб 58 аяте. В Бухари и Муслиме говорится: тот, кто обвинил своего раба, раб в свое время считался как имущество, как твоя машина, как твоя любой предмет, который назовите. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: кто обвинил своего раба в зина, то этому человеку в судный день сделают хад, то есть накажут, наказание шариатское выполнят. Если только он не сказал так, как было. То есть, если только его слова не соответствовали правде. Также мы знаем, что Аиша, рады Аллаху анха, была обвинена в зина. И, кстати, вот эта история, когда Аиша, рады Аллаху анха, была обвинена в зина, является одним из явных доказательств на пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть не должна оставлять вот эта история никакого сомнения, то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был пророком. И то, что ему весть приходила именно от Аллаха. Как? Это заключается в том, что если бы пророк во времена арабов обвинение в зина, это также считалось очень большим делом, очень строгим делом. Просто так это не разрешалось. Даже вне ислама. Человек, если его семью обвинили бы в зина, могли в то время сразу хвататься за мечи, объявлять войну другому народу. А тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обвинили его жену, которую он любил. То, что она совершила прелюбодеяние. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, там вроде приводится до 30 дней, ходил и не знал, что сделать, ждал ответа от Аллаха. Если бы он не был бы пророком, то он бы сразу тут придумал бы аят, придумал бы что? Оправдание какое-то, и все. А нет, он ждал. И даже отдалился от своей жены. И потом Аллах субхану ва тааля объяснил правила, как мы должны поступать по отношению к таким обвинениям. Поэтому вот эта история, почитайте, история, когда Аишу обвинили в зина, это является что? Явным доказательством пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и после того, как был ниспослан этот аят, всякий, кто обвиняет Аиша в зина, это уже не будет большим грехом. Это уже будет куфром. Потому что Аллах субхану ва тааля оправдал ее в аяте, а это уже получается, если кто-либо обвинил ее в этом, то получается это не просто большой грех, а это уже